Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова телепередача «Социальный адвокат». Как правильно оформить документы для организации ведения бизнеса? Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы, ну а в гостях у нас заместитель председателя комитета правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству Джамуханов Авхан. Здравствуйте, рада вас приветствовать сегодня на студии. Ну и в первую очередь хотелось бы отметить, что сегодняшняя тема довольно-таки актуальна, и связано это с тем, что у нас много и преобладательно в среде молодых людей лиц, которые пытаются организовать свой бизнес, так сказать, в простонародье, свое дело. И, конечно же, возникает вопрос, с чего нужно начать человеку, который хочет открыть свое дело, так сказать, бизнес. Прежде чем открыть этот бизнес, нужно прежде всего любому, мой совет, изучить это все, знать эту тему, где там слабые стороны, где он... Промониторить, да? То есть но ситуацию нужно просто изучить, а потом уже идти открывать свой бизнес. Значит, первая инстанция – это налоговая инспекция. Налоговая инспекция готовится заявление. Мы у себя в комитете поможем предпринимателям подготовить это заявление. Оно установлены формы. Заявление, если тот человек, который хочет стать индивидуальным предпринимателем, сам присутствует, то не нужно заверять подпись у нотариуса. Если же он по каким-то причинам в налоговую инспекцию пойти не может, занят чем-то другим, то заверенная подпись у нотариуса на этом заявлении, квитанция о уплате государственной пошлины в размере 800 рублей и паспорт. При отсутствии человека, ксерокопия этого паспорта. Вот эти документы подаются в налоговую инспекцию. А вот если этот перечень документов подать, то в соответствии с законом в какой срок должен прийти ответ о регистрации индивидуального предпринимателя, к примеру, или какой-либо другой организационной формы для ведения бизнеса? И еще такой вопрос, в каком случае вправе отказать компетентные органы в такой регистрации? Значит, регистрация делается в течение 5 дней. Не только налоговая инспекция, единая налоговая инспекция номер 6 в городе Грозном, которая проводит регистрацию, постановки и снятие на налоговый учет. Это то, что касается нашей республики, да? Да, что нашей республики. И помимо этого, многофункциональные центры, где есть эта услуга, где там тоже ему помогут заполнить заявление. И это заявление будет пересылано, значит, в налоговую инспекцию. И через 5 дней он, согласно закону, идет, значит, чтобы получить свидетельство о постановке на налоговый учет, налоговую инспекцию. Скажите, присутствие его обязательно. А когда человек на такой учет становится, к примеру, и после чего считается индивидуальным предпринимателем, как проходит исчисление из его прибыли, или он должен платить какой-то определенный налог ежемесячно? Как только этот человек становится индивидуальным предпринимателем, у него сразу возникают определенные обязательства. Это обязательное пенсионное страхование и страхование фонд социального. Значит, это в сумме в год составляет 22 700 рублей. Примерно эта сумма в год, да, начисляется? Да, в год. Вот эта сумма, и ОПС, и фонд социального страхования, 22 700 вместе. Значит, поквартально он платит. Это то, от чего он никаким образом уйти не может, и обязательно он должен знать, что вот он начал свой бизнес, он поставил на налоговый учет. Вот с этого времени у него идет исчисление вот этих процентов. Да, вот этих отчислений. А на прибыль, вот, на именно вот непосредственно потом реализацию его товаров деятельность, или продуктов или чего-то. Его деятельность. Если он становится на упрощенную форму налогообложения, там, значит, будет по-своему. Если у него там магазин с квадратного метра торговой площади и так далее. И вот все-таки определенно сказывается то, что многие люди вот, долгий период не работали как положено. И стремление уйти от уплаты налогов
Соблазн велик, да? Соблазн, вот он соблазн присутствует. И в большей степени он присутствует, знаете как, что нежелание возиться с этими бумагами, нежелание где-то ходить, значит, и заниматься этим. Люди, когда обращаются в комитет, мы им стараемся доходчиво объяснить, что им легче один раз собрать все необходимые документы, сделать все как положено, а потом спокойно работать. Ну вот и к вашим словам по поводу обращения в комитет правительства по малому бизнесу и предпринимательству у нас будет небольшой видеоматериал, который расскажет нам о деятельности данного комитета, в котором вы непосредственно работаете. Давайте посмотрим, после чего вернемся и обсудим сегодняшнюю тему. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач в рамках экономического развития региона, для осуществления которой в настоящее время в республике действует государственная программа по развитию малого и среднего предпринимательства, ориентированная на поддержку начинающих предпринимателей республики. Функциональные обязанности по реализации программ, ориентированных на поддержку предпринимателей региона, возложен на Комитет правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству. Открыть свой бизнес – это желание часто возникает у жителей республики, но наряду с желанием возникает и вопрос, с чего же начать, в связи с чем комитет ведет активную деятельность по оказанию помощи молодым предпринимателям. Здесь начинающие бизнесмены могут получить финансовую поддержку для своего бизнеса, но после того, как будут подготовлены все необходимые документы и переданы в комитет. Изначально у меня была идея открыть фирму, которая помогает вести полный учет и всю автоматизацию ресторанного бизнеса. Я столкнулся с такой проблемой, что до конца не было ясно, с чего нужно именно начать. Я пришел в комитет, обратился, мне очень помогли в юридическом плане, помогли грамотно построить бизнес-план, помогли финансово. И далее, даже после того, как все это прошло, я могу в любое время, даже вот сегодня я иду проконсультироваться, очень помогают вести бизнес и идти именно в правильном направлении. Также на базе Комитета по малому бизнесу и предпринимательству действует Республиканский бизнес-центр, созданный для поддержки субъектов малого предпринимательства. Составление и разработка бизнес-плана, консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению, а также обучение предпринимателей и лиц, оказывающих юридические услуги, с целью подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. Эти и ряд других направлений сегодня необходимы для поддержания квалификации представителей бизнес-сообщества региона на должном уровне. На сегодняшний день мы по государственной программе осуществляем свою деятельность, проводим услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как консалтинговые услуги, юридические консультации. Мы предоставляем офисные помещения субъектам малого предпринимательства на льготных условиях. Вот, собственно говоря, как мы видели из видеоматериала, деятельность комитета направлена на то, чтобы стимулировать и помочь малому бизнесу и предпринимательству. Вот расскажите немного о деятельности комитета поподробнее, и вот в каком случае граждане вправе туда обращаться, то есть те люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Люди обращаются, ну, в основном те, которые уже с комитетом работали, какой-то деятельностью занимались, где-то пересекались. И данная передача, я думаю, послужит нам тем, что еще больше аудитория людей, которые будут обращаться, смотреть. Комитет занимается государственной поддержкой малого бизнеса и предпринимательства. Орган исполнительной власти, который непосредственно отвечает вот за это направление. А в чем заключается эта поддержка? Прежде всего, поддержка финансовая. Мы предпринимателям выдаем гранты в размере до 300 тысяч рублей для тех, которые начинают свой бизнес. А это гранты на безвозвратной основе, да, то есть действуют, выдаются, да? А как вот такой грант, к примеру, получить человеку, который претендует на него? И как сказать, что является непосредственно тем фактором, в соответствии с которым этот грант будет ему выдан? Значит, этот человек должен быть предпринимателем, прежде всего. Так? И у него должен в голове быть бизнес-план, прежде всего в его голове. На бумаге можно все написать очень красиво. Сегодня интернет позволяет скачать такие бизнес-планы, что просто... Вот, бизнес-план у этого человека должен быть в голове.
подав на конкурс заявку нам, представив свои документы, он приходит на заседание экспертного совета и нам доказывает то, что чем он хочет заниматься, что Это рентабельно, что да? это будет, из него будет бизнес, что этим можно заниматься, что у него получится. Ну, гарантировать на все 100% нельзя, но в принципе определить человека, значит, действительно ли он хочет и знает, что он хочет. Вот наша задача. То есть его задача, так сказать, убедить вас в том, Да. что его бизнес будет так рентабельным и будет процветать. Скажите, а сколько людей получают, к примеру, у нас в республике в год такие гранты, и вообще на какую аудиторию, так сказать, эти гранты рассчитаны? Есть максимальные пределы? И Значит, минимальные тоже? в этом году мы охват делаем большой. Мгм. Мы наряду с тем, что сами выдаем предпринимателям гранты, еще, значит, все районные муниципалитеты наши и им оказали эту помощь. Мы выиграли конкурс и дополнительно привлекли средства из федерального бюджета, в котором и муниципальные образования будут тоже выдавать эти гранты. Мгм. И сегодня они ведут полноценную в этом направлении работу, так же, как и мы. Значит, ну, представьте, что в этом году получат гранты, ну, порядка около 1100 человек, не меньше, Мгм. если не больше. Понимаете? Это серьезная цифра, и каждый из них не меньше 300 тысяч рублей. Так? Значит, помимо этого, микрозаймы для предпринимателей. Микрозаймы, форма такая немного упрощенная. Вы когда приходите в банк для того, чтобы получить кредит, так? Значит, банк имеет свои требования. Банк сразу должен видеть, как эти деньги будут возвращаться. Раз. Банк не рассматривает людей, которые там, в принципе, начинают свой бизнес для того, чтобы им выдать какой-то серьезный кредит. И вот получается такой замкнутый круг, и предприниматель, ему нужны денежные средства, а получить он никак не может их. Ну, конечно, я сегодня, к примеру, недоволен работой банков в республике, так как они работают. У нас в республике, во всех других субъектах Российской Федерации эти банки работают немного по-другому, немного более оперативнее. Наших предпринимателей, чтобы получить кредиты в банках, создаются большие проблемы. Они начинают ходить там, таскать какие-то справки, делать определенные оценки, потом страховать свой залог, потом, значит, проходит время, эта комиссия рассматривает эти все документы, потом, значит, они выносят какое-то замечание для того, чтобы устроить, проходит месяц, другой. А предпринимательство подразумевает, вот есть идея, чтобы ее воплотить, нужны деньги. Деньги нужны не сегодня даже, они нужны были вчера. И когда затягивается вопрос, Этот процесс, да? Да, это затягивается. Вот руководитель Сбербанка на одном совещании говорит, мы там одному выдали кредит в течение 2 месяцев. Да срамота это 2 месяцев. 2 месяца для того, чтобы получить кредит, да поезд ушел уже. То, что касается больше, интересно, тех грантов, которые вы выдаете. Вот здесь, конечно же, мы, как бы сказать, стоим перед фактом того, что государственный бюджет выделяет, так сказать, государственные деньги. И за эти деньги какая-нибудь отчетность есть? Или сегодня человек-предприниматель может их просто получить и завтра сказать, что мой бизнес не пошел? Есть какая-то отчетность и ответственность этого человека? Есть отчетность, есть ответственность. Этот человек берет определенные на себя обязательства, не просто так получил из бюджета деньги и пошел до свидания. Да? Значит, он обязательно должен создать дополнительно одно еще рабочее место. Он должен и какие-то свои собственные средства использовать для того, чтобы этот бизнес получился. Мы ему дали старт, значит, мы ему дали возможность того, чтобы он стартанул, а дальше уже привлекать денежные средства и из банков, и получать микрозаймы, и развивать свой бизнес. Все направлено на то, чтобы больше людей занимались собственным делом. А если, допустим, этот человек взял такой, так сказать, такой грант и говорит, что его бизнес не пошел, вот как-то с него взыскивается эта сумма обратно, или что с ним происходит? Да, в этом конечно, случае? там есть определенный, подписывая договор, человек, значит, если у него
этот бизнес по его вине не удался, он не только возвращает эти денежные средства, но еще остается дополнительно, еще должен сверху этих денежных средств. То есть у него с тем, что как бы он получает грант, у него возникает еще обязательство, да, в соответствии с договором? У него обязательство, он должен работать, он должен это ИП содержать, он должен развивать свой бизнес. Вы знаете, когда я говорил об экспертном совете, экспертный совет, который у нас в комитете есть, возглавляет вице-премьер правительства Хасан Хакимов. И этот экспертный совет, членом этого экспертного совета не только являются сотрудники комитета, там представители общественных организаций, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чеченской Республики Идрис Усманов. Задача этого экспертного совета выявить людей, которые будут заниматься бизнесом, у них получится этим бизнесом заняться и дать им средства. Отсечь тех, которые, значит, на эти деньги купили бы приору и начали бы, значит, кататься, значит, этих людей или там блатных убрать, а дать людям, тем, которые, значит, непосредственно бизнесом будут заниматься и сделают что-то. Вот задача заявляется экспертного совета. И, значит, когда мы говорим о том, что люди так и будут, ну, многие смотрят на эти вещи там, значит, там, так, по знакомству и так далее. Я вас уверяю, здесь основной критерий знакомства – желание человека заниматься бизнесом. Ну да, вот этот совет экспертный, это получается, что выявляет наиболее добросовестных, да, в этой среде людей и тех, которые будут заниматься вот именно предпринимательской деятельностью. А вот у меня еще такой вопрос к вам. Когда человек хочет поставить свое дело и заняться предпринимательской деятельностью, он в первую очередь сталкивается с проблемами, которые возникают на муниципальном уровне. Это, к примеру, получение земельных участков в аренду. Это, к примеру, там разрешение на, например, строение там магазина или ввода в эксплуатацию, там, я не знаю, там, этого какого-то определенного сооружения. Там. Вот в этом случае ваш комитет какое-нибудь содействие оказывает этим предпринимателям потенциальным? Мы, конечно, оказываем и помогаем этим людям готовить документы, заявления и прочее. Конституция, статья 31 Конституции Чеченской Республики говорит о том, что каждый гражданин Чеченской Республики имеет право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, используя для этого свой интеллектуальный потенциал и свое имущество. Вот это прописано Конституцией Чеченской Республики, основным законом нашим. При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган предоставляются следующие документы. Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, документ об уплате государственной пошлины, справка о наличии, отсутствии судимости или и факта уголовного преследования. Есть законы, и нужно их соблюдать. Есть жилищный кодекс Российской Федерации, закон. В нем прописаны, значит, что может человек сделать со своим жильем. Там прописано, там, что я могу переоборудовать его так и поставить там магазин или мастерскую какую-то, так. Но мне закон запрещает мешать окружающим, делать какие-то существенные конструкционные переделки, которые могут повлиять на угрозу жизни окружающих. У нас есть же соответствующие службы, да, которые следят за этим, если где-то там бывает несущая стена, которую там нельзя разрушить там, и сделать там помещение определенное. Вот и все. А остальное тебе закон позволяет. Жилищный кодекс говорит, пожалуйста, он может это. Мы не говорим о частном доме, мы говорим о многоквартирном жилом доме, где человек может свободно заниматься своим бизнесом. И это право и в жилищном кодексе, и в Конституции прописано. И значит, вот когда вот здесь у предпринимателей возникают проблемы, это немного коробит. В прошлом году, в январе месяце, да, большое совещание проводит глава республики и объявляет. Все, кто мешают заниматься предпринимательской деятельностью, приравнены к террористам. Все, кто мешает. Ну, мощная такая волна, значит, которая сразу проявилась, и
многие предприниматели вздохнули легко. Значит, от многих вещей сразу ушло. Вы знаете, многие предприниматели и не знают собственных прав. Вот тут тоже беда получается. Ему отказывают, он разворачивается, уходит и начинает искать. Ведь можно и в судебном порядке доказать можно и в свое судебном право. порядке. Еще есть другой инструмент. Есть общественный совет по защите прав предпринимателей, так? Прокуратуре республики. Прокурор республики сам лично возглавляет этот общественный совет, проводит заседания, приглашает туда предпринимателей. К нам обращаются предприниматели, когда экстренный такой сложный случай, мы обращаемся в прокуратуру, говорим о том, что вот на заседании экспертного совета, общественного совета нужно было бы заслушать вот такого-то предпринимателя, пригласить его. И вот прокурор республики Шарпудин Абдулкадыров, еще будучи, когда он был первым замом, с тех пор он ведет много лет уже этот общественный совет, и всегда на общественном совете присутствует, приглашает туда прокурора районного звена, и все эти прокуроры непосредственно в контакте, представители общественных организаций республики, которые занимаются малым бизнесом и предпринимательством. Вот это очень мощный механизм, который у нас сегодня работает, и мы считаем, что вот у нас вот это направление очень хорошо работает. Ну да, надо знать свои права и в первую очередь, конечно же, обращаться в органы прокуратуры, если где-то какие-то бюрократические проволочки, от этого никто не застрахован. Вот знаете, еще такой момент по поводу выступления главы Чеченской Республики о том, что те люди, которые мешают малому бизнесу, предпринимательству, являются сродни террористам. Это можно понять, когда мы видим усилия республики по привлечению инвестиций. Вот я был в Турции. Мне довелось участвовать тоже вот в рабочем визите правительственной делегации, которую возглавлял председатель правительства Чеченской Республики. И, значит, какой вопрос интересовал турецких инвесторов? Они в первую очередь смотрят все, как у нас здесь развивается малый и средний бизнес. Это лицо, экономическое лицо, показатель. Вот то же самое, что благополучие региона, когда люди приезжают и видят на дорогах, например, какая ситуация происходит, культурный водитель или нет, это олицетворение городов, регионов. То же самое в экономической среде. Для инвестора, конечно же, важно, как работает малый и средний бизнес. Они же все равно узнают через какие-то каналы связи, как это на самом деле все происходит. И поэтому, как главой региона было замечено, люди, которые мешают малому бизнесу, предпринимательству, это на самом деле наносят огромный значительный урон не только в этой среде малого бизнеса, но еще, например, в среде привлечения инвестиций. Потому что мы знаем, какие сейчас усилия прилагаются для того, чтобы привлечь инвесторов. Но когда здесь тормозится все на муниципальном уровне даже или где-нибудь на другом уровне внутри региона, это, конечно же, накладывает нехороший отпечаток на всю картину в целом. А в своем ответе упомянули такой интересный момент о незнании прав индивидуальными предпринимателями, своих прав. Вот один из таких спорных моментов, когда индивидуальный предприниматель фактически приостанавливает свою деятельность, но не снимается с, так сказать, налогового пенсионного учета. В этом случае набегает, как правило, кругленькая сумма, и после нескольких лет этот бывший индивидуальный предприниматель, а будучи по документам, он которым и является по настоящий момент, получает извещение о том, что он должен там определенную сумму денег. Мы знаем, для нашей республики это актуально. Вот как в этом случае действовать и что нужно человеку предпринять, если он, так сказать, прекращает свою индивидуальную, прекращает деятельность, связанную с предпринимательством, как ему сниматься с этого учета? Значит, он становится на налоговый учет, и вот у него с этого момента возникли определенные обязательства. Значит, снимается он с налогового учета, вот до этих пор, но это все зафиксировано, вот до этих пор то, что вот тот промежуток времени, что он находился на налоговом учете, он должен платить обязательно пенсионное страхование, фонд социального страхования. Но есть случаи, когда, значит, по уходу за ребенком там, значит, приостанавливается деятельность и предоставляются определенные документы. Допустим, женщина представляет документы, что она, значит, занималась с детьми. Значит, там, то есть оправдательный документ, да, в этом случае обязательно, есть? Да, они представляют. Значит, или болезнь, там, к примеру, да, человека? Это тоже присутствует. Там уход за инвалидом, если там есть такой инвалид, он за ним ухаживал и не мог заниматься предпринимательской деятельностью, он доказывает
то, что... В суде может доказать, конечно, да, этот факт? Конечно, это можно доказать. Значит, представив необходимые документы и прочее, да, и престарелыми людям, которым за 80 лет, если он ухаживал. А какие вот документы нужно подать вот непосредственно в налоговый орган, чтобы сняться с этого учета? Заявление подается. Заявление, да, Да, подается заявление в установленной форме о закрытии. Эти долги возникли. Почему? Потому что люди, когда становились на налоговый учет, особенно вот получая по линии Министерства труда и социального развития вот эти выплаты, значит, 58 800, да, видели те деньги, которые они могут получить, но не видели тех обязательств, которые... И никто им не рассказывал, да, что он вот стал на налоговый учет, он считает больше всего, больше никаких у него проблем нету, кроме налоговой инспекции. А есть пенсионный фонд, есть отчисления, которые делаются, это пенсионный фонд. И вот людям в данном случае не разъяснили. Вот, значит, это же должны разъяснять, да, вот права или как? Или больше всего человек сам должен, да, разъяснять, конечно, здесь не их обязанность, что это разъяснять, но человеку мы стараемся сразу говорить, какие перед ним возникнут проблемы, что он должен делать. Там обращаются люди для получения грантов, так? Встали на налоговый учет, подготовили документы. Значит, дорогой товарищ, ты должен в течение года вот 22 700 заплатить пенсионному фонду и фонд социального страхования. Значит, помимо этого, ты занимаешься бизнесом, не сдавай нулевые отчеты в налоговую инспекцию. Показывай прибыль, плати налог. Почему? Потому что ему проще. Ему проще. Приходят к нему проверяющие, бывают они, какие-то рейды проводят, мониторинги проводят. Они же сейчас никак идут прямо проверять предпринимателей. Закон не позволяет в течение 3 лет без санкций прокуратуры проверять предпринимателей. Закон не позволяет. 294 федеральный закон. Ну, придумали новую форму там, мониторят они. Видите, вот ситуацию. Так, пришли с проверкой. А у него там то отсутствует, это отсутствует. Поэтому сделай так. Сделай все, что нужно. И спокойно работай. Да, конечно, вот и завершая нашу сегодняшнюю беседу, конечно, стоит отметить, что человеку, который собирается заняться, так сказать, малым бизнесом там, или предпринимательской деятельностью, необходимо, конечно же, в первую очередь изучить нормативно-правовую базу. Есть возможность проконсультироваться также в вашем комитете, к примеру. И, конечно же, нужно быть подкованным, потому что быть индивидуальным предпринимателем – это на самом деле ответственное занятие, так сказать. Но вам большое спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Итак, уважаемые телезрители, я напоминаю, что следующая наша встреча состоится ровно через неделю. Знайте и защищайте свои права. Спасибо за внимание. До скорых встреч.